15 лет подряд сюда прилетает сотня самолетов и приходят тысячи зрителей. Ну, казалось бы, все состоялось, жирную галочку в жизни можно поставить. У меня не было своего самолета, это была моя боль, и мне было проще возглавить строительство аэродрома. Я считаю, что человек не может жить без цели и без веры. Скажите, а сейчас в театре какая тенденция? Удержание внимания или все-таки смыслы? Если вы будете что-то демонстрировать в обществе и за это будете осуждены, то в театре вы получите за это признание. Здравствуйте. Русский писатель Александр Куприн как-то написал о летчиках. В них много чего-то от свободных и сильных птиц, в этих смелых, живых и гордых людях. Мне кажется, что у них и сердца горячее, и кровь краснее, и легкие шире. Сегодня у нас есть такая возможность поговорить с настоящим потомственным авиатором Сергеем Минегуловым. Ну, насчет крови обещать не буду, а вот характер и волю его проверить вполне реально. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы договорились с вами, что обращаемся друг к другу по имени. Абсолютно. Знаете, с владельцем аэродрома мне еще разговаривать не приходилось. С руководителем завода – да. С руководителем магазина – да. Организации – да. Но аэродром – это совсем другое. И это во-первых. Но сюда вы пришли буквально можно сказать, что из театра. То есть, буквально со сцены только что спустились. То есть, вы еще, во-вторых, и актер. Угу. Такое вот интересное сочетание, которое меня заинтересовало. Сколько же в вас граней? Ну, граней достаточно много. Дело же все в чем. Вы знаете, вот я пока психологией не занялся, я тоже думал, что я, в том числе, говорим за себя, общаюсь с собой настоящим. И то, что мы общаемся с людьми настоящими. Но мы же все в определенных ролях находимся. Потому что есть какие-то требования там, в социальной приемлемости поведения, какие-то правила определенные. Есть нормы, в конце концов, там, биологические, социальные. Мы все находимся в каких-то определенных ограничениях. И, конечно, мы соответствуем вот этим вот чужим ожиданиям. И если даже взять, так, немножко поумничаю чуть-чуть, вот топографическую структуру личности, да, там по Юнгу возьмем, то у нас там внизу находится вот эта антиперсона, теневая часть, наверху персона, образ, соответствующий ожиданиям других людей. Наших детей, наших родственников, наших друзей, работодателей, партнеров, коллег, знакомых, приятелей, товарищей, друзей. А театр, понимаете, он позволяет вам такое, самовыражаться. А поскольку то есть, вам этого не хватало, получается? Да это вообще всем не хватает, слушайте. Это всем не хватает. Почему? Потому что, вы знаете, очень многие люди... Я как психолог работаю исключительно с поведением. Это сложно, но это, я считаю, высший пилотаж. Почему? Потому что, вы понимаете, работать чисто с мозгом, он мозг обманывает. У него задача такая. У него задача, чтобы не было больно. Но там очень часто нету роста. Там есть изменение какого-то отношения к чему-то. Там можно себе сделать какое-то такое, знаете, получить такое временное какое-то удовольствие. Хотя, конечно, изменение образа мышления – это очень-очень важно. Это как раз мой когнитивно-поведенческий подход. У меня даже на самолете написано «другое мышление, другая жизнь». Но и все равно, если вы мозг можете обмануть, то тело вы не обманете. И в театре вы тело не обманете. Вы не обманете свои реакции. Внутренние вот эти вот ощущения, которые даже в нашей теневой части сформировались из этих подавленных эмоций. И вы их можете на сцене отыграть. То есть, главная мысль какая? Если вы будете что-то демонстрировать в обществе и за это будете осуждены, то в театре вы получите за это признание. Кого вы обычно играете? Стараюсь играть антироли. То есть, то, что мне не свойственно. Хотя, вот вчера мы играли люди-бренды, там мы играли самих себя. Но вчера был посыл немножко другой. Мы показывали те истории, через которые мы росли. И очень хотелось, чтобы люди пришли и посмотрели, что... Я почему говорю на «ты»? Я вообще не люблю, когда людей обожествляют. Это самые простые люди. Люди, оказавшиеся в разных ситуациях. У людей, у которых были какие-то разные мотивы, разные ситуации, разные возможности. Я хочу, чтобы люди посмотрели, что все обыкновенные нормальные люди. Скажите, а сейчас в театре какая тенденция? Удержание внимания или все-таки смыслы? Потому что на телевидении этот вопрос стоит серьезно. Рейтинги, просмотры или традиционные ценности? И вот как в театре обстоит? Смотрите, театр разный. Давайте. А в вашем? В нашем театре, в которых я играю, в любительских театрах, все же мы выбираем. Я же могу выбрать произведение. Да, у меня получается. Да, в моей жизни театр уже 9 лет. Но в любом случае я лично выбираю произведение. Это же выбор. И вообще история, знаете про что? Это история про выбор.
Ну, я смотрю, какие-то, да, есть разные произведения. Некоторые есть произведения, которые я смотрю не именно в Башкирии, а вообще вот, ну, на театральной платформе, которые встречаются. Некоторые пошлые, некоторые серьезные, некоторые глубокие, некоторые поверхностные. Но это вопрос выбора. И то, и другое имеет место быть. Если люди это ставят, и приходит зритель, слушайте, значит, это, видимо, кому-то нужно. Ну, а люди вообще интересуются сегодня культурой? Культурой невозможно не интересоваться, потому что это все же часть нашего бессознательного... Ключевое слово «сегодня». Понимаете, у нас 4 фильтра: совесть, воспитание, образование, культура. То есть, это в нас заложено. Другой вопрос, насколько человек это поддерживает, насколько он понимает, насколько он это отождествляет, и что для каждого культура. Понимаете, вот очень же важно говорить про себя. Вот для меня это очень, очень важный момент. Я его стараюсь внутри поддерживать, потому что в этом как раз-таки вот основа вот этого внутреннего баланса. Но люди же ходят, значит, они интересуются. Но опять-таки, ну, зрительский зал, там сколько, не знаю, 700-800 тысяч человек, да. Ну, это же там не вся республика, это не 4,5 миллиона, это какая-то часть. Но идут мероприятия, идут спектакли, люди приходят, каждый находит там что-то свое. Каждый какие-то достает себе недостающие пазлы, которые не хватает. Мне показалось, что все-таки вы сейчас больше себя отождествляете с точки зрения психолога и работаете с историей страхов. И к вам приходят мужчины с запросами. В основном. Что это за запросы? Ну, во-первых, конечно, люди приходят с какими-то внутренними конфликтами. Со своими внутриличностными конфликтами. Некоторые мужчины приходят с заиканием достаточно глубоким, серьезным, уже в таком достаточно зрелом возрасте. Некоторые приходят с запросом по таким вот экзистенциальным кризисам, когда люди находятся в поисках смыслов. А люди приходят просто за каким-то еще одним мнением, за каким-то вот критическим мышлением какой-то ситуации. Поэтому я стараюсь даже больше, наверное, себя вести как некий наставник. Мне не особо сильно понравилась чисто такая психологическая работа, работать исключительно с эмоциями. Там, с эмоциями, с состояниями, да. Это тоже важно. И с этим тоже приходится взаимодействовать. Но я для себя все же выбрал работу с целями. Вот моя задача – подвести человека к цели. Я считаю, что человек не может жить без цели и без веры. И вот мы вот в этих вот понятиях мы разбираемся, мы помогаем. То есть, да, мы вместе помогаем вот выбрать цели, да, и понять, во что, не знаю, в кого там. Это мы не говорим про религию. Опора какая-то. Опору, да. Потому что без опоры человеку очень тяжело. Да, это история, которая живет в нашем воображении, да. И воображение – это наша первая функция психики. Это высшая психическая деятельность. Но без нее никак. Другой вопрос, что мы учимся отличать там фантазии от мечты. Вот это, понимаете, там что-то обладает степенью достижимости, а что-то нужно для эвакуации боли. То есть, вот эти мы штуки раскладываем. Но без веры и без цели жить, ну, я считаю, невозможно. Мужчины, которые к вам приходят, они как-то связаны с СВО? Нет, я сейчас предложил, как член рабочей группы по психолого-медицинской реабилитации ветеранов СВО, включить театр. Это такой психодраматический подход психологии. Именно в процесс реабилитации некоторых ветеранов СВО, потому что я считаю, что это тоже очень такая полезная, такая терапевтическая техника. Вот вам не кажется, что мы очень много требований просим и ждем от мужчин? Вот он должен все делать. По сути, все держится на мужчинах. А, конечно же, им нужна какая-то опора, защита, поддержка. А сегодня задач-то очень много. И родину нужно защищать, и строить надо, и кормить надо, и любить надо. И, в общем-то, мужчины наши все это делают, и, как мне кажется, с достоинством. И они делают это красиво, они не показывают, что им сложно, они скрывают, возможно, свои чувства. Но вот, а какие сегодня вообще мужчины? Какие качества у мужчин сегодня у наших вы заметили? В свете того, что у нас и вот такой информационный поток идет серьезный, и стрессоустойчивость порой бывает дает сбои. Вы знаете, все же я как летчик, да, с большим стажем. К этому мы еще подойдем, конечно. Да, вы знаете, я наблюдаю, что очень много у нас вот виртуального мира. То есть, у людей в сознании возникает какая-то параллельная реальность. То есть, усиливается количество невротических страхов и уменьшается количество физических страхов. Все меньше вызовов люди готовы делать для самих себя. Все чаще люди боятся познакомиться с собой, с настоящим. Очень много комфортности, очень много благости, очень много такого, знаете. Я понимаю, что это
вероятнее же всего, это некие последствия, скажем так, нашего технического развития, нашего эволюционирования. И не зря сейчас вот как бы есть такая теория, и я с ней согласен, что сейчас формируется новый вид человека. То есть, вот мы сейчас как бы Homo sapiens, мы находимся в формировании нового человека, Homo deus. То есть, человека сформировано под влиянием технологий. То есть, мы научились там печатать органы, мы научились извлекать ДНК, мы научились искусственному оплодотворению. Мы многому чему научились. То есть, вот сейчас технологий все очень-очень много. И, конечно, у людей возникает некая подмена с реальностью. И я прямо вижу, как подменяется огромное количество физических страхов, реальной опасности. А для мужчины вообще очень важно совмещать игру и опасность. Это вот именно та часть, которая определяет его, скажем так, мужское поведение. Все меньше такой получается проявленности. И поскольку мы сейчас живем в эпоху, я так называю, в эпоху отсутствия отца, потому что мало вот отцовских примеров ввиду там большого количества разводов, да, каких-то сомнений. Сомнения – это еще мнение, да, каких-то хайповых всяких историй, да, с целью там... Вот это все, поняла, да. Вот это все формирует то, что такой, знаете, образ такой размазывается. Он размазывается, и он очень такой прозрачный. Я для себя, конечно, определил вот так вот, что вот природа мужского поведения – это, знаете, такое сила, доминирование и чувство собственности. А женское все же покорность, принятие и чувство защищенности. И я понимаю, что вот сейчас вот как будто природами меняются. Знаете, вот женщины становятся более сильными, такими маскулинными, а мужчины достаточно часто попадаются такие, знаете, такими феминными элементами. Все чаще. То есть, вот это вот мужское и женское начало очень сильно меняется. Попрошу вас еще раз уточнить, какие качества все-таки? Слушайте, очень много мягкости такой. То есть, то, что присуще женскому поведению, женскому характеру. Где-то даже плаксивость, где-то мягкость, где-то некая боязнь к риску. Не у всех, разумеется. То есть, где-то вот такая нерешительность, где-то ранимость очень высокая. Вообще, это хорошо. Это хорошо. Это хорошо в том плане, что это нужно выражать. Это нужно человеку проявляться. Но это не значит, что там выйти на площадь и расплакаться, но позволять мужчинам чувствовать. Вот я книгу написал, вот свою первую, она как раз про то, чтобы мужчинам разрешить чувствовать. Для того, чтобы мужчины не жили только исключительно, скажем так, под какими-то стереотипами, что ему нельзя там проявляться, там чувствовать или еще что-то. Но при этом, понимаете, вот этот баланс, он такой, знаете, вот вы такой вопрос задали, он такой очень такой скользкий достаточно, он такой неоднозначный. Может быть, мы сейчас как раз находимся на этой первой ступени для того, чтобы мы поняли эту проблему, определили ее. И потом пошли дальше. Дальше. Возможно. А как побороть страх? Окунуться в него. А как еще побороть страх? Это как вот летчики, да? Подняться в небо. Слушайте, страх – это же история... Нет, во-первых, страх – это очень важная эмоция. Потому что, слушайте, отсутствие страха у летчика – это основание для списания слетной работы. Это же получается выше границ. Страх – это всегда наши границы, это границы нас. При этом страх – это как очень важная эмоция, она все же нас защищает. И нужно понять, что осторожность не трусость, а беспечность не смелость. Но в страх нужно окунаться. То есть, если от него бесконечно бегать, то у вас появляется огромное количество навязчивых мыслей, у вас там просто увеличится тревожность, у вас количество вот этих вот невротических страхов, так называемых, на которые мы можем указать, не будучи в опасности, их будет огромное количество. Но лучшая терапевтическая техника от невротических страхов – это все же компенсация физическими страхами. Но здесь нужно, чтобы еще была и поддерживающая среда, и, с другой стороны, чтобы человек сам хотел в себе эту черту мужского вот этого поведения развить. Проработать. Это же желание самого человека. И это делается не за счет, военных действий каких-то там. У нас полно увлечений. Слушайте, у нас полно всевозможных на уровне хобби. У нас полно разных каких-то прикладных видов спорта, технических. Масса. То есть, для этого воевать не надо. Поэтому это все же зависит от того, какие у человека у самого ориентиры. Что он смотрит и на что он ориентируется. Поэтому я бы больше эту часть отложил бы на какую-то работу, скажем так, индивидуальную. А мужчины у нас нормальные мужчины, как хорошие, классные, нормальные мужчины. Просто кому-то не хватает каких-то примеров. Вы сказали, что нужно погрузиться в какую-то опасность. Угу. Послушайте, вас называют авиатором в 3-м поколении. У вас дед знаменитый. Возглавлял республиканский ДСААФ. Шарип Минигулов. Хабеевич, да. Ваша карьера феноменальная. Владелец целого аэродрома Первушина. Вот он, пожалуйста, на наших экранах. Казалось бы, все состоялось, жирную галочку в жизни можно поставить. Но все равно вы ищете что-то новое. Какие-то другие смыслы? Смотрите, во-первых, мне 52 года.
Я все же согласен с тем, что у мужчины есть этапы. Вот у мужчины 5 основных этапов. Да? Там взаимоотношения с мамой, с отцом, путь героя, миссия и вот самость. То есть, я сейчас, по большому счету, на этапе такой миссии. То есть, я для себя все подвиги совершил. Аэродром есть. Это достояние народа, это достояние республики. Все люди, которые меня знают, я там абсолютно никак не давлею, не доминирую. Там особая обстановка, атмосфера. Да. Я подтверждаю. Понимаете? Семейственности какой-то даже. Есть такая хорошая пословица: счастливое то государство, которое не замечает своего правителя. Вот. Поэтому я отдал возможность, чтобы там это все жило, чтобы люди вырабатывали свои какие-то правила. Приходят новые люди, новые взгляды. Я же могу... У меня же тоже какая-то формируется некая какая-то консервативность к чему-то. Я не хочу, чтобы моя консервативность останавливала какие-то процессы развития. Пускай молодежь развивается. Если нужны какие-то новые нам проекты, значит, пускай они развиваются. Пускай молодежь ими рулит. Я сверху посматриваю. Я больше наблюдаю за своими реакциями. Если какая-то моя реакция не такая, но это вопрос же во мне, а не в том, что что-то делается не так. Мы же всегда все говорим о себе. Поэтому я посмотрю, оценю для себя, думаю: Серег, здесь вот не лезь, пускай ситуация разовьется. Не суетись, не бегай. Все же, знаете, бегающий, как говорится, генерал в мирное время вызывает смех, военную панику. Вот, поэтому посмотрел, все оценил, все работает, главное, безопасно. Люди не гибнут, все летает. Такую внутреннюю карту рисков для себя составил, все, и пошли дальше. Но есть я. Да, это все же моя роль. Это некая функция. И вот когда вы уже все функции в обществе отыграли, там какие-то награды получили, вас там президент наградил, у вас куча почетных грамот, у вас есть там чем гордиться, вы все это заслужили. Лидирует природа. Слушайте, а вы как к наградам относитесь? К наградам? Ну, это всегда же приятно. Потребность признания, она же всегда есть. Почему нет? Мне приятно. Мне приятно. Я их не отрицаю. Я не ухожу в какие-то там философские истории. Там надо это или не надо. Слушайте, это признание общества. Я уважаю общество, в котором я живу. Благодаря этому обществу, в котором я живу, я состоялся. Я состоялся благодаря этому обществу. Просто есть еще я. Вот есть еще Сергей Минигулов со своими какими-то травмами, со своей историей, какими-то еще, не знаю, хотелками, возможностями, талантами и все прочее. Не знаю, с какими-то влечениями, в конце концов, да. И я хочу себя попробовать в разных гранях. Это безумно интересно. Про страх спрашивала, а вот про критерии, которые определяют успешного мужчину. Уметь осознать свои ошибки в период наивысшего успеха. Да. Но, знаете, очень много метафор, наверное, на эту тему по поводу успешности. И потом, слушайте, это такое понятие достаточно у всех, свое, да. Например, вот в некой рутине деятельности вот этого аэродрома я из него уже вырос. А для кого-то это некий, космос, понимаете? То есть, как это так? Ваш дед о таком мечтать, наверное, не мог. Тут время было другое же. Вот сейчас, знаете, сейчас меня попросите сейчас его заново построить, да, в 2026 году. Все же в этом году 15 лет. И сейчас у меня большой вопрос, стал бы этим заниматься или нет. То есть, все же должно быть актуально и конкурентно к тому возрасту, в котором мы проживаем. Вот для того момента это было важно. Потому что в Башкирии не было аэродрома. И я хотел летать. Это была моя мечта. Это было мое стремление. Я в книжке про это написал, что у меня не было своего самолета. Это была моя боль. И мне было проще возглавить строительство аэродрома. Сейчас у вас есть свой самолет? 2. Но они у меня появились, знаете, это когда? Как мера безопасности какая-то? Доверие к своей технике? Вы знаете, у меня... Сейчас я расскажу. Кстати, очень важный момент. У меня есть личная боль, как руководителя все же всероссийской организации, людей, которые хотят летать много, а техники, на которой можно летать, их меньше. И, соответственно, количество происшествий, оно такое в частной авиации, мы говорим, в частной авиации, очень такой большой разрыв. У нас 70% происшествий происходит на чужой технике. И это боль для всех. Это для тех, кто погибает. Это для тех, кто теряет это имущество. Это для тех, у кого рушатся какие-то планы. У меня была в 2005 году травма. Я сломал позвоночник на прыжках с парашютом. И это был как бы чужой парашют. Хотя человек мне его, условно говоря, подарил, но все равно это был чужой парашют. Он не был куплен мною. А причина была в том, что прыгал другой человек, он намочил его, не высушил, он просто сгнил. А я не досмотрел. И я себе дал слово, что у меня никогда не будет ни чужого парашюта, ни чужого самолета, ни чужого аэродрома, ни чужого мотоцикла, ни автомобиля, ни чужой квартиры. Я не хочу, чтобы приходили к моим детям, вот как ко мне приходили, у меня же все же тоже были происшествия. И потом какие-то предъявляли претензии за то, что я что-то сломал, убил, не знаю, уничтожил. Я не хочу этого. Это моя личная история. И я сделал все для того, чтобы я рисковал исключительно тем, чем я владею.
Это, получается, одна из причин, почему появился у вас аэродром? Да, я хочу, чтобы это... Вот я не боюсь, чтобы это там кому-то другому принадлежало из каких-то причин. Нет, я веду белую деятельность. Я хочу, чтобы это мне принадлежало. Это моя, в конце концов, цель как личности. Это моя заморочка, условно говоря. И я себя в этом чувствую спокойно. Слушайте, у меня прям язык чешется спросить. Давайте. Раз у нас такой с вами откровенный Давайте. разговор. Ну, вы человек успешный, а успех, он всегда вызывает зависть у окружающих. Вам завидуют? Очень много. Очень много. Но, слушайте, понимаете, это как про обиду. Как это? Обидеть, говорит, человека невозможно, можно обидеться. То есть, заставить человека завидовать невозможно. Человек может завидовать. Это же история про чувства. Ну, это их проблемы. Ну, вообще, это их проблемы. Вы нормально на это реагируете? Очень болезненно реагировал. Сначала очень болезненно. Почему? Потому что зависть, она сопровождается оценками. А я достаточно тоже остро реагировал на оценки. Потому что это была мечта всей моей жизни. Слушайте, у всех разные мечты. У меня вот такая вот была мечта. Вот. У кого-то мечта, не знаю, ну, очень такая простая. Но, опять-таки, простая для кого? Но все же мечтают по-разному. Мы же не можем всех заставить, чтобы у каждого был аэродром. Это же кому-то это просто не надо. Но это была мечта. Моя мечта, я ее охраняю, лелею, энергетически оберегаю. Это маленькая планета, в которой живут люди. И там сейчас 36 самолетов. И там летают люди. Там работает училище. Мы даем крылья новым ребятам. Там проходят практику кадеты, которые поступают в училище. Там растут люди. Это альма-матер. Но еще круче, если дальше зайти. Мы же каждый год делаем большие авиашоу. Это уже не аэродром. Это уже место паломничества. 15 лет подряд сюда прилетает сотня самолетов и приходят 1000 зрителей. Это место паломничества. 2 года назад как-то поехал в наш монастырь на Святой Кустике. Мы сидели с отцом Варламом. На эту тему обсуждали. Я говорю, слушай, каково интересно быть не просто владельцем аэродрома, а быть владельцем места паломничества. Когда сгусток энергии людей. Это, знаете, это ты Вы это учишься... ощущаете? Да, ты учишься наблюдать. Вообще умение наблюдать как навык, это классный навык. Это как умение быть счастливым, это тоже навык. Вы цельная личность. И я думаю, что вам бывает порой непросто видеть действительность, которую наблюдаем мы все. Я сейчас говорю про двойные стандарты. Когда, с одной стороны, блогер хвастается открытием новых магазинов и тренировками своими, а с другой стороны, люди ждут вестей с СВО, разных вестей. Или женщины, которые раз в неделю, 2 раза в неделю спускаются в подвал, чтобы плести сети. Это действительность, это тенденция нашего сегодняшнего дня. Как с ней быть и как реагируете на это вы? Во-первых, мы люди. Мы самые простые люди. Мы можем ошибаться. Большинство из нас невротики. Мы не можем не тревожиться. Так устроена природа нашего поведения. У каждого своя реальность. Понимаете, нет уже удобного времени для плохих новостей. Вопрос в том, как мы к этому относимся. Я вот, например, не сторонник того, чтобы всю жизнь окружать только аффирмациями. То есть, из всего делать сахар. Потому что это же маятник. Вот вы маятник берете, он же вот в одну сторону и в другую, в одну сторону и в другую. Есть и плохое, и хорошее. И есть... Тут же вопрос именно внутреннего баланса. То есть, как вы обеспечиваете внутренний баланс. Я вот его обеспечиваю через активную деятельность, через смелость, через способность преодолевать страхи, через театр. Вот. Это моя история. Мне это нравится. Но я же не могу заставить человека это делать. Я могу порекомендовать. И я рекомендую своим клиентам, как и куда мы идем, скажем так, в преодолении границ себя, куда мы движемся. Но дальше это выбор человека. Это же история с выбором. И это история с принятием решения, а точнее, с привычкой принимать решения. А привычка принимать решения – это навык мужского поведения. Поэтому, понимаете, я почему не хочу на ваш вопрос отвечать обобщениями, потому что с точки зрения психологии это форма негативного мышления – обобщать. Это, с моей стороны, будет непрофессионально. Поэтому я сторонник того, чтобы это было приближено к конкретной личности. Хорошо. А с точки зрения тех семей, которые любую вещь ждут и наблюдают вот эту картину другой реальности? Слушайте, оно у всех разное. Здесь же что? Ну, смотрите. Мы же живем в социуме, мы можем помочь с чем-то справиться. Да? Мы можем человека не оставить наедине. Мы можем человеку помочь справиться с каким-то одиночеством, либо внутренним одиночеством. Помочь отделить одиночество от уединения. Общение. Понимаете, мне кажется, очень важно, чтобы не было вот этой холодности в людях. Чтобы люди поддерживали, чтобы люди
могли... Ну, опять-таки, чтобы не было тоже какой-то бесконечной эмпатии, да, но чтобы люди не теряли связь с реальностью, чтобы была некая заземленность. Мы все находимся в поддержке наших ребят. Просто у каждого вклад разный. Мы кадет готовим, например. Ну, вот мы летчики. Что мы? Вот мы летчики, например. Аэродром постоянно участвует во взаимодействии и взаимосвязи с военными. Мы постоянно взаимодействуем с нашими комитетами по ЧСу. Мы постоянно ищем какие-то формы взаимодействия, как предупреждать приближение беспилотников. Где-то мы сдаем деньги. Наши ребята, многие пилоты, участвуют в разными форме. Просто есть какая-то военная поддержка, есть гражданская поддержка. И мы все вовлечены в эту деятельность, потому что мы живем в этой стране, мы живем в этой республике. Мы часть этого общества. Но мы неразрывная ее часть. Другой вопрос, как у кого отношения, ну, это же чувство. Я же не знаю, у одного такое, у другого-то. У меня такое. Я говорю за себя. То есть, мне приятно, что мой аэродром, наш аэродром, вот, я уже говорю, мой как лидер этого объекта, он полезен. Он полезен для республики, он полезен для страны. Мы там решаем разные задачи. И этим я горжусь. Я предлагаю на этом и завершить нашу встречу. Мне было очень интересно с вами разговаривать. Видимо, вот эта вот артистическая ваша карьера способствует тому, чтобы вы больше раскрывались и больше разговаривали. Не замыкались только одним небом. Вы знаете, Психология тоже вас раскрывает. Я вам хочу признаться, что это так. Я так тоже считаю, что я нахожусь в том возрасте и в том моменте, когда я могу позволить себе быть разным. И это классно. Спасибо вам большое. На разных этапах жизни для укрепления внутренней уверенности нам порой нужны разные люди и разные идеи. И даже если ты состоявшийся летчик, никто не запретит выйти на сцену и стать артистом. Возможно, история Сергея Минегулова будет полезна понять, мы сами определяем качество своей жизни, и истинная уверенность приходит, когда мы решаем идти своим путем, несмотря на страхи и чужие ожидания.